Со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, изменившей судьбы сотен тысяч человек, прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года случилась одна из самых страшных экологических катастроф в истории. На атомной электростанции произошла авария, в результате которой в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных частиц, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Авария произошла в ходе испытания одного из турбогенераторов 4-го блока атомной электростанции 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты по московскому времени. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Тогда погибли около 50 сотрудников станции и пострадали сотни спасателей. Одно из первых решений после Чернобыльской аварии было создание зоны отчуждения. Изначально был эвакуирован город Припять, 47 500 человек. Затем 2 мая эвакуированы жители на 10 километров, а 7 мая на 30 километров. Это и составило зону отчуждения. Это была зона, допуск которой осуществлялся только по пропускам, и которая подверглась максимальному воздействию радиации. Поэтому там сносили и закапывали в землю все, что только представлялось возможным, включая и гражданские здания, и жилые дома. Для ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия. 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, а также воинские части. Их всех позднее стали называть ликвидаторами. Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно. Те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Несмотря на то, что их смена длилась от 20 секунд до 1 минуты, многие из них подверглись колоссальному воздействию радиационного облучения. Последствия Чернобыльской катастрофы дали знать о себе в первые же дни после взрыва. Люди, проживающие на территории, прилегающей к месту трагедии, умирали от кровоизлияний и апоплексических ударов. Сейчас большинства ликвидаторов уже нет в живых, а те, кто остался, страдают различными болезнями и почти все имеют инвалидность. Мир вам, безмолвные герои, борцы с невидимой бедой. Превозмогая боль порою, вы защищали край родной. Не ведая о лютых муках, не зная цезия распад, по зараженным переулкам вы пробирались наугад. Тушили пламя, мыли Припять и возводили саркофаг за солнце яркое в зените, за целый мир у вас в руках. А вам расплатой отстранение от мира, что вы сберегли, безденежье или забвенье тяжелым бременем легли. Чиновничье пренебрежение, и не докажешь, что герой. Проиграно, увы, сражение, но самый важный выигран бой. Спасибо вам, кто, нас спасая, с дороги не жалел тогда, ушедшим благостном рае, живущим долгие года. В дальнейшем для ликвидации последствий аварии и для создания защитной оболочки над разрушенным реактором был возведен саркофаг «Объект укрытия». Сейчас ведется работа над сооружением нового укрытия над объектом «Арка». Оно рассчитано на 100 лет безопасной эксплуатации. Чернобыль. Сейчас это слово знает весь мир. До сих пор мы ощущаем последствия этой трагедии. Сегодня Чернобыльская зона – это нетронутое человеком место, где быстрыми темпами развивается природа. На территории периметра обнаружены многочисленные животные. Также оживает флора, фауна, зона отчуждения. Зона вокруг Чернобыльской АЭС по-прежнему непригодна для проживания, но сегодня, более 35 лет спустя, она пугает все меньшее количество людей. Сюда едут паломники, туристы, и раз в год свои дома навещают те, кто оставил их в апреле 1986 года. Около 150 человек, преимущественно пенсионеров, остается жить на запрещенной территории на свой страх и риск. Помимо них, около 3000 рабочих в условиях особого режима заботятся о самой Чернобыльской зоне. На Чернобыльской электростанции работает около 2500 рабочих, хотя с 2000 года она полностью выведена из эксплуатации.